Занятия на открытом воздухе. О таком мечтают, пожалуй, все спортсмены. В день физкультурника повезло и с погодой. Фехтовальщики, привыкшие тренироваться только в помещениях, впервые занимались на природе. От профессионального спорта к массовому, благодаря победам наших атлетов на различных турнирах российского и международного уровня, развивается тот самый физкультурный и массовый спорт. И здесь, в парке Горького, каждый желающий смог опробовать свои силы в различных видах спорта, начиная от компьютерного киберспорта, заканчивая силовыми видами. Некоторые дисциплины особо неизвестны широкой публике, к примеру, перетягивание палки или маст-рестлинг. На различных сабантуях еще можно увидеть этот вид, но в перспективе выйти на профессиональный уровень. Работают все мышцы, все. И дыхалка работает, и в особенности дает физическую нагрузку. А для этого, чтобы тут побеждать, нужно тренироваться круглый год. В то же время на главной арене трудовых резервов с утра до вечера проходила финальная часть футбольного турнира среди юношеских команд Казани. Стараемся, естественно, детей прививать и к нашим спортивным мероприятиям, и к этим праздникам, ко дню физкультурника. И очень приятно в столь такой знаменательный день сыграть на этом прекрасном стадионе. Главное преимущество любительского и массового спорта – его доступность. Для занятий физкультуры не обязательно покупать абонементы в фитнес-залы. Достаточно выйти во дворы и парки, оснащенные различными тренажерами. Люди любого возраста, любого социального положения приходят в спорт, занимаются спортом. У нас огромное количество проектов, вы знаете, это и зеленый фитнес, это и специальные у нас проекты для людей старшего поколения, которые могут заниматься на наших спортивных объектах. И, конечно, те школы, которые мы... Ни одной школы мы еще не закрыли, мы там их реновируем, открываем. День физкультурника не ограничивается праздничным днем. Все площадки будут доступны для любителей активного образа жизни до зимнего периода. Алмаз Гафиятов, Данил Филатов, ТНВ, Казань.